Здравствуйте, дорогие слушатели! Мы являемся учащимися 10 класса средней школы номер 18 города Витебска. Хотим познакомить вас с работой, которую мы ведем в нашей школе. Развитие науки – дело важное. Наша страна участвует в программе по достижению целей устойчивого развития, одним из приоритетов которой является энергия и ресурсосбережение. К этому направлению можно отнести проблему переработки мусора, а глобальнее – проблему потребления. По статистике, в среднем 15% мусора перерабатывается тем или иным способом. В нашей стране доля перерабатываемого мусора не очень велика, а вот в некоторых европейских странах она достигает более 90%. Значит, решить проблему с мусором реально и нам. Таким образом, мы захотели принять участие в решении этой проблемы с помощью создания экопроекта Zero Waste, что в дословном переводе означает «ноль отходов». Мы внимательно изучили глобальную цель, задачи, концепции этого проекта и выделили для себя те направления, которые нам под силу. Цель проекта – сократить количество бытовых отходов, которые попадают на свалки. Для нашей школы мы поставили следующие задачи. Первое – познакомить наших учащихся и педагогов с концепцией Zero Waste. Второе – способствовать усилению по работе в сборе вторсырья. Третье – разместить в учреждении образования контейнеры для сбора пластиковых крышечек для благотворительного проекта. Четвертое – помочь обрести экопривычки, которые помогут природе стать чище. Чтобы запустить наш экопроект, для начала мы должны были познакомить учащихся и педагогов с концепцией Zero Waste. Для этого мы подготовили интерактивные стенды. Сейчас мы немного посвятим вас в эту тему. А начать мы хотим с истории мусора. Еще сотни лет назад люди выбрасывали отходы прямо себе под ноги. О том, как это вредит их здоровью и тем более природе, тогда еще никто не догадывался. Вплоть до XIV века никаких попыток утилизировать мусор не предпринималось. Жители выбрасывали отходы своей жизнедеятельности через окно, и они оставались лежать на улицах, либо попадали в реки. Чуть позже люди начали бороться с мусором, издавали нормативные документы, запрещающие выбрасывать мусор на улицу, вывозили их за рамки города, однако эта проблема решала ненадолго. Конечно, сегодня мусор не лежит на улице, как в средневековых городах, а перерабатывается, но переработать можно далеко не все. Чтобы концепция «ноль отходов» привела к результату, нужно изменить образ жизни. Человеку необходимо сократить объемы мусора, для этого стоит попробовать меньше покупать, то есть сделать походы в магазин более обдуманными. Надо составлять продуктовые списки и продумывать каждую покупку. Разумно будет отказаться от всего одноразового и бесполезного, слишком дешевого и некачественного. Например, мы с легкостью можем сказать «нет» полиэтиленовым пакетам и на замену им приобрести красивую, тряпочную, а главное многоразовую сумку и эко-мешки для взвешивания фруктов и овощей. Знали ли вы, что один полиэтиленовый пакет разлагается до 80 лет? Влажные бумажные салфетки можно заменить обычным носовым платком. Отправляясь на пикник, не нужно покупать одноразовую посуду, достаточно просто взять свою из дома, которую после применения не нужно выбрасывать, а просто помыть и использовать дальше. Каждый день мы производим огромное количество органических отходов. Фруктовые и овощные очистки, яичную скорлупу, засохшие цветы, остатки еды. Найти им применение можно на даче, сделав из них удобрения для растений или огорода.
Еще мы хотим рассказать вам про одного удивительного человека, Афроза Шахова. Пару лет назад он сделал кое-что значимое для нашей планеты. Однако до сих пор про него мало кто знает. Молодой индийский адвокат из Мумбаи вступил в схватку с мусором, который долгие годы выбрасывали на пляж Версова, и победил. За 86 недель Афроз вместе с добровольцами убрал 5,4 миллиона килограммов мусора с пляжа. В октябре 2015 года Афроз и его 84-летний сосед Харбан Шматур приняли решение очистить территорию. С тех пор каждые выходные они приходили на уборку. Позже к ним начали присоединяться добровольцы. Их число постоянно росло и достигло 1000 человек. За свои труды Афроз получил титул от ООН «Чемпион Земли». Его работу назвали самой большой уборкой пляжа в мире. А к чему мы это? К тому, что инициатива одного человека привела к такой колоссальной работе. Он смог сплотить 1000 человек и хоть немного помочь нашей планете. Разве это не чудо? Таким образом, в ходе выполнения первой задачи в рамках классных часов учреждения образования нами была проведена информационно-разъяснительная работа по данному направлению. Работа по второй задаче ведется в школе непрерывно. Учителя довольно часто напоминают нашим учащимся о необходимости сбора и переработки вторсырья. Учреждение образования проводит тематические конкурсы рисунков. Учащимся демонстрируют презентации и видеоролики на тему сбора вторсырья. Организована в школе и практическая деятельность в рамках проекта. Она заключается в раздельном сборе мусора. В школе установлен контейнер для сбора пластиковых крышечек. В течение года учащиеся сдают макулатуру. У нас еще много работы по проекту, но мы верим, что раздельный сбор мусора может улучшить экологию и сократить использование природных ресурсов, снизить вырубку лесов, сохранить чистоту города и наше здоровье. Нужно помнить, что будущее нашей планеты зависит от каждого из нас.